Инвестиции или медленное поглощение. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Китай все больше захватывает нашу страну. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Хотя китайские инвесторы приступили к капиталовложению в экономику Таджикистана только во второй половине нулевых годов, им хватило всего 10 лет, чтобы догнать и перегнать главного инвестора страны – Россию. Совокупный объем притока иностранных инвестиций в экономику Таджикистана за последние 15 лет составил около 11 миллиардов долларов. В частности, почти 5 миллиардов поступили в качестве прямых инвестиций, более 500 миллионов долларов портфельных инвестиций, а около 5,7 миллионов долларов – это других инвестиций, кредиты и гранты. Эти средства поступили из 65 стран мира, из которых сравнительно высокую долю занимают Китай, Россия, Британия, США и Казахстан, а Китай является главным инвестором Таджикистана. Следом идет Россия, но уже в 2 раза меньше инвестиций по сравнению с Китаем. Российские инвестиции направлялись на строительство, коммуникации, геологическое изучение недр, финансовые услуги, здравоохранение, строительную индустрию, торговлю, энергетику, туризм и другие услуги. Далее США. Они инвестируют средства в коммуникации, в горнорудную промышленность, а также в финансовое посредничество, образование, сельское хозяйство, здравоохранение, водоснабжение и строительство. И британцы, и казахстанцы направляют инвестиции на горно-геологические и горнорудные сферы, строительные и финансовые услуги, угледобычу и торговлю. Почти треть притока иностранных инвестиций в Таджикистане в 2007 и 2021 годах приходились на Китай, почти 30%. Инвестировать в экономику Таджикистана Китай начал сравнительно поздно. Первые китайские инвестиции поступили в 2007 году, после подписания 2 странами договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Значительный же рост притока инвестиций из Китая начался после урегулирования территориальных вопросов между 2 странами в 2011 году, когда 1% территории Таджикистана в Мургабском районе Гбао было передано большому соседу. Уже к 2017 году Китай смог догнать и обогнать Россию, которая являлась неизменным лидером и инвестором на протяжении всей новейшей истории Таджикистана. В 2020 году приток инвестиций из Китая упал более чем в 2 раза из-за ограничений, связанных с COVID-19. Но все же китайские инвесторы предпочитают прямое капиталовложение в экономику Таджикистана, то есть создают свои компании или приобретают акции существующих в республике компаний. Объем других инвестиций, кредиты, гранты, которые представляют собой разовые капиталовложения, заметно меньше. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Власти Таджикистана объясняют ситуацию, почему именно Китай – это интерес к таджикской экономике и привлекательной средой и хорошими финансовыми возможностями второй экономики мира. В частности, экс-министр промышленности Таджикистана Зарабедин Файзулазода в начале 2020 года заявил на пресс-конференции, что положиться сегодня можно только на китайских инвесторов. Только китайские компании сегодня могут инвестировать, сказал он и подчеркнул, что до их прихода разрешение на работу в республике получили компании западных стран, которые впоследствии не справлялись с вопросами финансирования. В пример он привел британскую компанию, которая получила лицензию на добычу золота, но впоследствии из-за отсутствия денег была вынуждена отказаться от запланированных работ. Заменила ее китайская компания, которая успешно справляется с финансовыми вопросами, добавил он. Между тем, независимые эксперты считают, что Поднебесная, пользуясь наличием свободных денег в больших размерах, упрочивает свои позиции в развивающихся странах. Китай не будет отказывать таким странам, как Таджикистан, в предоставлении кредита, гранта или даже может жертвовать интересами своей страны, чтобы держать на коротком поводке маленькие страны. И в Китае прекрасно понимают, что, получив запрашиваемую поддержку, эти страны автоматически становятся ему обязанными и, в свою очередь, не будут уже отказывать в оказании тех или иных услуг, которые от них потребуются, говорит политолог Садир Хамидов. Ранее австралийский специалист Дирк Ван дер Клей в своей статье написал, что Таджикистан рискует столкнуться с экологическими проблемами, поскольку производство цемента является одним из наиболее загрязняющих окружающую среду отраслей промышленности в мире и основным источником углекислого газа и смога. В статье отмечается, что прибыль китайских цементных предприятий в самом Китае сокращается на фоне увеличения расходов из-за внедренных жестких экологических норм. Они ищут выгодные места за рубежом для развертывания собственного производства. В этом контексте, по его словам, Таджикистан отвечает подобным требованиям ряда китайских инвесторов. И не надо переживать за экологию Таджикистана, ведь им в ней не жить.
А как вы относитесь к такому соседу и инвестору? Не кажется ли вам это все подозрительным? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!